الله أكبر الله. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. 45-й грех. Ан-наммаму. Наммам. Как имам Навави говорит, наммам кто такой? Это тот, кто передает слова людей друг другу от одного человека к другому, который и посредством этого приводит к их вражде. То есть передача этих слов приводит к вражде людей. И имам Навави продолжает и говорит, если к тебе привели чьи-то слова, говоря, вот про тебя такой-то говорит так-то, то на тебе возложит обязанность совершить 6 дел. После того, как тебе сказал один человек и пришел и сказал, про тебя говорит такой-то, то-то и то-то, имам Навави говорит, ты должен сделать 6 вещей, если тебе такое сказали. Первое – не верить в его слова. Первое – не верить его словам. Лянна наммам фасик, потому что наммам, тот, который передает слова людей от одного человека к другому, он фасик. А хабару фасик мардудун говорит. А то, что сообщает фасик, эти слова опровергаются, говорит, не принимаются. Если человек известен тем, что он передает слова для того, чтобы поссорить, для того, чтобы между людьми посеять вражду, то не верь его словам, говорит. Это твоя первая обязанность. Первая обязанность, которую ты должен совершить, это не верить его словам, потому что он фасик. Второе, антанхаху анзалик. Второе, это ты должен, говорить, запретить ему это. Ватансахаху. И сделать ему насихат, наставление. Ватукаббиха фи'аляху. И должен сказать, что его действие является мерзким. И сообщить ему, говорит, что его действие является мерзким, неправильным. То есть первое, не верить в его словам. Второе, запретить ему это. Третье, антубгидуху филлях. فإنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب. Третье, говорит, ты должен ненавидеть вот это его действие ради Аллаха. Потому что такой человек, он ненавистен перед Аллахом. А раз он Аллаху ненавистен, то и тебе должен быть ненавистен. Четвертое. Ан ла язунна биль манкули анху суа. Ты не должен думать о человеке, о котором передали, что он сказал то-то, то-то плохое. То есть, если он тебе сказал, вот такой-то говорит про тебя то-то, то не должен про того человека думать плохое, что он по правде так сказал, и думать про него плохое. Вальбахсу и иджтанибу касирам минадван, потому что Аллах субханаху ва тааля повелел и сказал, остерегайтесь предположений, большинство предположений. Остерегайтесь большинство предположений. Пятое говорит, ты не должен шпионить за тем человеком, от которого передали слова. Потому что Аллах субханаху ва тааля сказал, валя таджассасу, и не шпионьте друг за другом. И шестое, ан ля ярдали нафсихи ма нахан наммама анху. Ты не должен совершать то же действие, что совершил этот наммам. То есть не должен передать тому человеку, что этот человек передал от тебя его слова. Потому что если ты так сделаешь, ты то же самое сделаешь. Вот эти 6 вещей, если говорят про тебя, если кто-то пришел к тебе и сказал, что человек про тебя говорит плохое, вот эти 6 вещей ты должен совершить.
часть из них по отношению к этому наммаму, часть по отношению к тому человеку, от которого передали, и часть дел по отношению к себе. Имам Навави делает, это приводит в своем шархе на Сахих Муслим. И имам Ад-Дахаби в подтверждение, что этот намима является большим грехом, приводит аят, который был ниспослан про Валида ибн Мугира, и у него было 9 качеств, которые описал Аллах Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если ты нашел в человеке, это сура Калям, 10-11 аят, если ты нашел в человеке одно из этих 9 качеств, то ты не должен подчиняться этому человеку, ты не должен слушать этого человека. И Аллах Субханаху ва Тааля, описывая Валида ибн Аль-Мугира, говорит: «Валя тутэ' кулля халляфин махин». И не подчиняйся каждому халляф, говорит. Человек, который халляф. Что такое халляф? Это тот, который много клянется. Много клянется, и в его словах ложь есть. И он, чтобы подтвердить свою ложь, он клянется. И он не разбирает свои слова. То есть не обращает внимания на свои слова, невнимателен к лжи, не считает его чем-то греховным. И поэтому клянется, много клянется. И этот человек, говорит, много клянется. Поэтому, если какой-то человек много клянется, Аллах Субхану ва Тааля говорит, не подчиняйся этому человеку. Второе — это махин, низкий человек. И как ученые сказали, имеется в виду «Хуа фа'илун миналь махана ва хия киллату ра'и ва тамйиз». И это, говорит, означает слабость разума и здравомыслия. То есть не подчиняйся такому человеку, у которого есть слабость разума и здравомыслия, не умеет здраво мыслить. Уже 2 качества. Следующее, Аллах Субхану ва Тааля говорит, хаммаз. Валид ибн Аль-Мугира был хаммазом. Что такое хаммаз? Вайлюлли кулли хумазати люмазак. Да, мы это слово можем увидеть в этой суре. Хаммаз, хамз, слово означает это колоть копьем или пальцем, или рукой. То есть колоть. И потом начало использоваться, когда один человек приносит вред другому человеку своими словами. Хаммаз, то есть тот, который много колет своими словами людей, делая гайбят про них, плохо говоря про них. И потом началось использоваться про таких людей. А в основе это колоть что-то. И этот человек, говорит, много рассказывает про недостатки людей. Если ты увидел человека, который в большинстве своей речи рассказывает про недостатки людей, то, говорит, не подчиняйся этому человеку, Аллах. Следующее качество, он говорит, машшаим бинамим. Тот, который много ходит для распространения слов людей, для того, чтобы их поссорить. И Аллах Субханаху ва Тааля использовал тут слово машша, потому что мы можем представить это, ходьбу, чтобы человек для того, чтобы поссорить, преодолевает путь, преодолевает тяжесть. И это легко представить, поэтому Аллах Субханаху ва Тааля именно использовал слово, которое человек может представить, а не разумное какое-то. Не то, что он может понять разумом, а может именно представить. И поэтому, говорит, машша использовал. Много ходит. Для чего? Для того, чтобы поссорить людей. Вместо того, чтобы использовать это старание для того, чтобы, наоборот, помирить людей, он ходит для того, чтобы поссорить людей. Следующее качество, и вот это как раз намима. Само намима слово, намма, от глагола намма,
Это происходит от слова, его основа хамс валь харакатуль хафифа. Это шепот и какие-то скрытые действия. Скрытые действия. И потом само намима, это слово, в основе используется для шепота, то, что говорится тихо, чтобы никто не услышал, и когда делаются какие-то скрытые действия. И потом начал использоваться этот глагол для тех, кто распространяет смуту среди людей. Манна'иллиль хайри му'тадин асим. Потом Аллах Субхану ва Тааля упомянул еще 3 качества, и он говорит: манна'иллиль хайр. Он очень скупой. Он очень скупой. Аль-хайр иногда в Коране используется для обозначения имущества, денежного чего-то, богатства. И тут имеется в виду тот, который скуп и не отдает свое богатство, не делится своим богатством. Му'тадин, который очень много враждует с людьми. Афим, который очень много совершает грехов, то есть не оставляет греха, чтобы не совершить его. Если есть возможность, сразу совершает грех. Утуллин, человек грубый, галис аль-джафи. Ба'да залика за ним. И после этого он еще за ним говорит. За ним это чужак слово. Но имеется в виду тут под словом чужаком, имеется в виду человек, который известен своими грехами, которого люди все осуждают. Вот Аллах Субхану ва Тааля указал 9 качеств. Эти 9 качеств вы можете прочитать в суре Калям, начиная с 10 аята, который Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте запрещает следовать за такими людьми. Аллах Субхану ва Тааля запрещает следовать за такими людьми. Хотя все эти 9 качеств одного человека. Это 9 качеств Аль-Валида ибн Мугира. Но, как ученые пояснили, тут имеется в виду не совокупность всех качеств, а каждое качество по отдельности даже не заслуживает для того, чтобы за этим человеком следовали. И тут Аллах Субхану ва Тааля, как мы увидели, порицает такого человека, который распространяет смуту среди людей, передает слова одного человека другому и посредством этого сеет смуту. И Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Аюхиббу ахадукум айякуля ляхма ахихи майтатан». И пожелал бы кто-либо из вас съесть мясо своего мертвого брата. То есть тот человек, который много говорит о брате, то, что тому не понравилось бы, Аллах Субхану ва Тааля сравнил и сказал, как человек, который ест мясо своего мертвого брата. Во-первых, кто-то кушает человека, это сам по себе грех. Во-вторых, еще мертвечина – это второй грех. То есть это очень-очень страшный грех. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ядхулюль джанната ан-наммам». Не войдет в рай наммам. Не войдет в рай наммам. Бухари и в Муслим приводится хадис. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прошелся между 2 могилами и сказал: «Иннахума ля юадзабан». Обитатели этих могил получают наказание. «Вама юадзабани фи кабирин». И они получают наказание за то, что люди считают небольшим грехом. За то, на что люди обычно не обращают внимания. Говорит. «Вама юадзабани фи кабирин», говорит. Люди обычно это не считают кабиром, не считают чем-то значимым. Однако перед Аллахом оно является большим грехом. Эти 2 греха являются перед Аллахом большим грехом. Что касается одного из них, то тот говорит: «Ямши би намима», «Факяна ямши би намима». Преодолевал путь для того, чтобы распространить смуту среди людей. Передавал слова от них людей другим. Что касается второго, то тот говорит: не защищался от мочи. Потому что
для намаза. Перед намазом мы обязаны очистить свое тело, очистить свою одежду, взять тахарат также. И тахарат является тем, что идет перед намазом. А жизнь в могиле – это жизнь перед ахиратом. Так же, как тахарат – это вещь, дело, которое должен человек совершить перед намазом, так и жизнь в барзахе – это та жизнь, которую он должен преодолеть, прежде чем попадет в ахират. И поэтому, говорит, в судный день первым из действий, что будет спрошено у человека, это намаз. Из айбадатов, из поклонений, первым, что будет у человека спрошено, это намаз. А у намаза, перед намазом идет перед ахиратом идет барзах. И поэтому он будет наказываться за то, что делал упущение, за то, что делается перед намазом в жизни, которая идет перед ахиратом. То есть есть такая связь. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Таджиду мин ширарин наси зуль ваджхайн». Ты найдешь из худших людей человек, обладающий двумя лицами. Человек двухликий. Это тот, который приходит к тем-то с одним лицом, а к другим с другим лицом. То есть для чего? Тут имеется в виду тот человек, который передает слова друг друга, слова одного человека другому. То есть к этому он приходит с одним лицом для того, чтобы услышать, что же он говорит про того. И потом эти слова передает и приходит к тому, как будто он его является искренним другом. И передает ему эти слова. И потом у этого берет слова, и как искренний друг, и потом передает этому. Вот, двухликий. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводится хадис. Некоторые ученые сказали, что хасан, некоторые ученые сказали, что слабый заиф. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пускай ни один из вас не передает о моих сподвижниках что-либо плохое. Пускай никто из вас не передает о моих сподвижниках что-либо плохое. То есть мне не передает что-либо плохое о моих сподвижниках. Потому что я хочу, выходя к ним, встречаясь со своими сподвижниками, чтобы у меня в сердце не было ничего по отношению к ним. Чтобы у меня не было ничего в сердце по отношению к ним. И как приходит в другом хадисе, то, что амир, если будет все время сомневаться в своих людях, то он испортит их. Как приходит в хадисе. Также от Кааба приводится то, что он сказал: «Иттаку намима», остерегайтесь намима. «Фаинна сахибаха ля ястариху мин азабиль кабр». Тот, который совершал этот грех, не сможет отдохнуть от наказания могилы. Не сможет отдохнуть от наказания могилы. То есть все время до судного дня будет пребывать в наказании могилы, получать это наказание. Поэтому он сказал: остерегайтесь. И также жена в аяте, которая приходит Масад, в суре Масад, «Таббат яда аби лахаби ва таб», там говорится: «Вамраату хаммаляталь хатаб», и его жена будет носить дрова. То есть связку дров, тяжесть будет носить. И говорит, почему, Муджахид говорит, почему такое ей наказание? Потому что она, говорит, совершала намима. Ходила, преодолевала тяжести для того, чтобы передать одно слово, слова одного человека другому. И поэтому в судный день, поэтому в Джаханнаме она будет такое наказание получать, что будет сама подогревать, как подогревала людей своими словами, ссорями их, вражду распространяет, также она будет поэтому наказываться и будет свой огонь подогревать.
свой огонь подогревать. Свой огонь. الله أكبر الله